Арда Шаловна Иналыпа родилась в Сухуми в 1957 году, закончила Абхазскую среднюю школу номер 10, затем факультет психологии МГУ имени Ломоносова и аспирантуру по специальности общая психология. Преподавала психологию в АГУ и работала в Институте курортологии. В 1988 году проходит курсы по медицинской психологии в Ленинградском психоневрологическом институте имени Бехтерева, где получает квалификацию психотерапевта. Перед войной активно участвует в национально-освободительном движении, избирается одним из членов первого состава Президиума Народного форума Абхазии, работает в редакции газеты «Айтгылара». После войны Арда Иналыпа продолжает углублять знания в области психотерапии в России, Дании, США. В 1994 году становится одним из учредителей Центра гуманитарных программ, где в первые послевоенные годы проводит тысячи психологических консультаций. В настоящее время является содиректором ЦГП, занимается проблемами демократизации Абхазии, участвует в грузино-абхазском гражданском диалоге, участник многих международных конференций по психологии и конфликтологии, автор статей по психологии и различным аспектам общественной жизни современной Абхазии. Арда Иналыпа является членом Общественной палаты Республики Абхазия. Арда Шаловна, добро пожаловать на нашу передачу. Спасибо. Мне неоднократно приходилось сталкиваться с точкой зрения, что психология – это подмена религии. Хоть какая-то доля справедливости в этом тезисе имеется? Я бы не согласилась, что это подмена, но иногда некоторые религиозные моменты очень бывают важны для успешной психотерапевтической работы. Это факт. Я с этим согласна, что религиозные убеждения, во всяком случае, некоторые идеи, взятые из религии, они бывают очень полезны в психологической работе. Но сама по себе психология не является подменой. Это наука, которая пытается изучить то, как функционирует психика, как она развивается, какие в этом закономерности. Но в психотерапевтической работе я считаю, что иногда в каких-то моментах, особенно самых тяжелых травм, без религии бывает очень сложно помочь человеку. И война, и послевоенная ситуация, они, с моей точки зрения, сопровождаются совершенно нестандартными процессами. Было бы интересно узнать от вас, насколько наше общество осознало необходимость в психологической культуре, в психологической грамотности, в психологических знаниях. К сожалению, я не могу сказать, что эта потребность осознанна. После войны наша организация, собственно говоря, была создана для того, чтобы оказывать такую помощь, психологическую поддержку, реабилитацию. И мы подготовили какие-то предложения по созданию такой системы психологической помощи в республике. Пытались убедить тогда Министерство здравоохранения и других, но, к сожалению, не нашли понимания. Может быть, мы не смогли как-то объяснить, правильно обосновать эту идею. Но на самом деле иногда подобные серьезные травматические моменты истории, они приводят к тому, что это осознание психологической нужды психологической помощи повышается в обществе. У нас, я бы сказала, что это очень медленно и постепенно происходит, но к настоящему моменту, мне кажется, уже немножко изменилась ситуация, появляются квалифицированные специалисты, они создают частные некоторые кабинеты, но и стали появляться позиции психолога в учебных учреждениях. Я надеюсь, что какой-то переломный момент в понимании важности этой работы наступит. Оказываясь в тяжелой ситуации психологической, стрессовой и так далее, наши люди в основном не обращаются к психологической помощи, к помощи психолога. Вообще в нашей культуре очень развита взаимная поддержка, достаточно тесные семейные отношения. И очень часто в сложной ситуации человек получает достаточно необходимую помощь и психологическую поддержку среди близких. Но есть такие проблемы, которые
выбиваются из рядовых, из обычных, бытовых и так далее, психологических проблем. По поводу некоторых проблем человеку очень сложно проконсультироваться или открыться в семье и близким. Я считаю, что огромный спектр проблем нуждается именно в квалифицированной, специализированной психологической помощи. И, конечно, людей надо призывать к тому, что они могут и должны получать такую помощь именно в специализированных заведениях, в больницах, поликлиниках у психологов. Вы знаете, это может быть мое такое собственное ощущение, субъективное, но мне казалось, что наша победа, да, которая нам очень тяжело досталась, и которая, кстати говоря, сняла очень многие проблемы, которые мы, может быть, даже не надеялись снять до того, как все это произошло и так далее. Но вот ощущение радости, гедонизма, вот этого удовольствия, да, наслаждения, вот всего этого не хватает в целом обществу и отдельным людям. Мне так кажется. Вы согласны с моей точки зрения? Если да, то почему это происходит? Да, я согласна. Конечно, и груз травм во время войны, и груз проблем после войны, конечно, не очень способствует такому радостному мировосприятию. Но, с другой стороны, я думаю, все мы, и наши политики, должны, наши авторитеты, общественные деятели, все-таки настраивать людей в будущее, да, видеть проблемы настоящего, не только привязываться к травмам прошлого. Это очень важно, давать дань, память и так далее, но прошлое не должно сковывать людей в их развитии. Мне иногда кажется, что мы недостаточно ориентируем наше население, нашу молодежь на те реальные возможности, не только на те травмы, с которыми и они, и молодежь тоже живет сегодня, но и те возможности, их роль, вот эта осмысленность нашего существования сегодняшнего, это важность каждого человека, каждой жизни в построении вот этого общего государства. Это такой должен быть захватывающий процесс, который должен много радости, несмотря на проблемы, привносить. Но я с вами согласна, что в нашем обществе побеждают сейчас вот совершенно другие настроения. Много агрессии, много такой не всегда обоснованной критики. И очень мало поддержки, очень мало милосердия, очень мало какого-то позитивного взгляда. Если не ошибаюсь, Овидий Назон говорил, что занятие человека накладывает печать на его характер. Если я правильно его процитировала, но суть думаю, что правильно, и может быть недословно. О серьезных проблемах, сложнейших, вы умеете так спокойно, почти не эмоционально, умеете аргументированно, очень логично говорить о серьезных вещах. Это потому, что вы психолог? Я думаю, конечно, психология наложила очень серьезный отпечаток, потому что когда к тебе приходят люди с проблемами, ты обязательно, они должны встречать доброжелательность и спокойную уверенность в том, что эти проблемы можно решить. И когда у психолога нет испуга, и когда он говорит о том, что да, это известно, да, это многие проблемы, у многих есть такие проблемы и так далее, человек уже становится спокойным. Я думаю, что, конечно, в данном случае вот некоторое спокойствие, оно выработано. Да. Хотя есть, наверное, какие-то и особенности темперамента, которые этому не мешали. Но я знаю очень многих наших преподавателей, которые каждый раз, когда идут на лекцию, заходят в аудиторию, они волнуются. А вот у вас сейчас перед лекцией какие ощущения? Я тоже волнуюсь, конечно. Мне вообще сложно. Я ушла из университета, потому что считаю, что это чрезвычайно тяжелый, благородный, но чрезвычайно тяжелый труд. Спасибо вам большое. Спасибо. Я очень привыкла к нашей студенческой аудитории. С вами всегда очень интересно, очень хорошо, очень уютно. Мы даже не замечаем, как время убегает. Вы знаете, когда я впервые среди обширной
византиновеческой литературы обнаружила исследования, посвященные социально-психологической характеристике византийского общества средневекового. Я была страшно удивлена. Я подумала, какая смелость, какая научная дерзость со стороны ученых, которые успешно причем занимаются вот такой очень сложной проблематикой. Ну а сегодня о психологии в современном обществе мы с вами узнаем очень много. В эфире кафедра лекции на абхазском телевидении. Гость нашей программы – психолог, сотрудник Центра гуманитарных программ, член Общественной палаты Иналыпа Арда Шалвовна. Сегодняшнее мое выступление, лекцию я назвала «Роль психологии в современном обществе». Это может быть слишком широкая тема, и, наверное, легче было бы сосредоточиться на каком-то одном вопросе. Но мне хотелось бы, чтобы у вас сложилось такое общее представление об этой очень интересной и очень актуальной сегодня науке. Я расскажу о разных ее ответвлениях, отдельных видах психологии. И во второй части лекции я хочу остановиться на проблемах современной Абхазии и как психология могла бы помочь в решении некоторых проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашем обществе. Итак, психология – это наука о душе, как говорили раньше, или наука о психике, о психологическом развитии, как говорят сейчас. Что такое психика, как вам кажется? Но прежде всего психика – это отражение реальности. Мы живем в очень сложном мире, и нам помогает ориентироваться в нем, жить в нем, выживать, развиваться то, что мы в нашем организме, в нашем опыте, в нашей памяти, восприятии имеем образы этой окружающей нас реальности. Казалось бы, это очень просто, да, просто видим, просто слышим, ощущаем и так далее. Но на самом деле каждый вот этот акт получения ощущения об окружающем мире и восприятия чрезвычайно сложный. Вообще психика является функцией мозга. Это из самой высокоорганизованной материи в мире. Вы знаете, как сложно изучать физику, да? Объекты материальные окружающего мира, химию, биологию, это живые организмы. Но самая сложная материя – это материя мозга. Более высокоразвитой материи не существует в природе. Мозг чрезвычайно сложен, огромное количество разнообразных клеток, потрясающие сети, связи, различные структуры, слои, уровни и так далее, и так далее. И все это многообразие клеток обеспечивает нашу жизнь, наше приспособление, наше развитие, наши даже ценности, характер и так далее, и так далее. Очень много очень сложных явлений. Иногда, когда мы говорим о таких понятиях, как личность, темперамент, характер и так далее, мы забываем о том, что все это имеет вот такую физиологическую, биологическую основу. Но в психологии, как и вообще в природе человека, вот эти два мира, мир материального и мир идеального, он взаимосвязан. Вот вы знаете, что есть разделение наук на гуманитарные и на естественные. Так вот, я в свое время стала психологом, потому что именно не могла сделать выбор не в пользу того и другого, потому что мне было чрезвычайно интересно заниматься естественными науками и гуманитарными. И я увидела, что психология – это та наука, которая как раз совмещает в себе и те, и другие сферы. И для того, чтобы быть психологом, надо хорошо разбираться в физиологии, в биологии, и в философии, и в социологии, ну и, соответственно, становиться потихоньку специалистом в области психологии. Еще раз вот повторяя то, что психика – это отражение реальности, что функция этой психики – репрезентация реальности. То есть реальность существует помимо нас, правильно? Такой философский вопрос. Если мы закроем уши, глаза и так далее, от этого эта комната, эта аудитория не исчезнет, правда? Но наш мозг не будет получать представление о том, что происходит вокруг. Я хочу сказать о том, что
то, каким мы видим мир, конечно, не абсолютно отражает то, какой он является на самом деле. Как можно доказать это? То, что наше восприятие не абсолютно верно отражает окружающий мир. Как вы думаете? Какое доказательство того, что наше восприятие, да, отражает окружающий мир, но не абсолютно? Каждый воспринимает мир по-своему. Каждый по-своему, это да. Но еще есть масса таких чисто физических явлений, феноменов, которые просто проходят мимо наших органов чувств. Вот у нас сформировались такие органы чувств, которые отражают, воспринимают только небольшой, допустим, спектр электромагнитного излучения. Вот есть огромный спектр этого электромагнитного излучения, допустим, так, я приблизительно, а наш видимый спектр, вот всего эта часть. Есть инфракрасное излучение, ультрафиолетовое излучение, и есть совершенно небольшой видимый спектр, который отражается нашим взглядом, нашим зрением, зрительным аппаратом. Это означает, что, в принципе, эволюция могла бы пойти по другому пути, и тогда наше восприятие, допустим, как у кошек, воспринимало бы инфракрасное излучение, или, допустим, как у других каких-то животных, ультрафиолетовое и так далее. То есть мы должны понимать, что то окно в мир, которое у нас есть, да, благодаря нашим органам чувств, оно все-таки ограничено, что мир гораздо больше, гораздо шире, гораздо более непознаваемым, чем это кажется, когда мы об этом не задумываемся. Мы ведь знаем, что в этой, допустим, комнате очень много волн. Да? Если мы сейчас принесем сюда радиоприемник, то мы услышим музыку, которую не слышим сейчас, но она сейчас здесь находится, потому что эти волны проходят сквозь нас, но мы их не воспринимаем. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что мир гораздо более объемен, обширен и так далее. И действительно, вот эти, казалось бы, фантастические идеи о том, что могут быть другие существа с другими органами чувств и по-другому выглядят, совершенно абсолютно реальны. Это вполне может быть, потому что в других условиях, на других планетах, где другие физические условия, конечно, формировались бы и другие органы чувств, и другие механизмы выживания и так далее, которые вполне возможно привели к созданию каких-то других существ и так далее. То есть вот эта психология в первую очередь дает ощущение того, что мы начинаем понимать, какую маленькую часть, да, этого бесконечного мира мы можем воспринимать. Но и даже вот эти законы восприятия этой маленькой части очень сложны и очень интересны. Есть такая, я расскажу о нескольких разделах психологии. Вот, допустим, самое первое, да, как мир отражается в наших ощущениях, в нашей психике, в нашем внутреннем мире, это ощущение и восприятие. То есть то значение энергии внешней, которое впервые в нашем опыте дается как ощущение. То есть там количество фотонов, которые впервые вызывает образ зрительный. На самом деле человеческий глаз очень чувствительный механизм, такая структура, которая, допустим, может воспринять луч света от одного фотона на расстоянии до 20 километров, если нет тумана и прозрачность хорошая воздуха. То есть наши органы чувств, они на самом деле очень чувствительные к окружающему миру. И что касается вот современного общества, то изучение вот этих органов чувств, изучение наших восприятий и так далее помогает создавать приборы, помогает создавать оптические приборы, если речь касается зрения, или аудиальные приборы, если речь касается слуха и так далее. Что касается, допустим, нынешнего такого компьютерного бума, то я могу сказать, что, конечно, компьютеры создаются по некоторой аналогии с работой мозга. Дело в том, что когда уже давно физиологам было известно, что все образы, все наши восприятия, они кодируются в нашем мозге электронными импульсами. Наверное, это вам тоже известно, конечно, да, что наши нервные клетки передают эти образы, они кодируют. То есть попадает свет, допустим, на сетчатку глаза. Этот свет вызывает определенное изменение электрического потенциала в нейронах. Эти нейроны передают эти потенциалы в зрительную кору мозга. Там мозг обрабатывает, понимает, что это за образ,
что это не просто цветовое пятно, это, допустим, лицо человека, который на определенном расстоянии, лицо знакомого или незнакомого человека, женщина, мужчина и так далее. И колоссальное количество информации в одном акте восприятия добавляется, используя уже, так сказать, память и так далее, и так далее. То есть каждый акт восприятия – это чрезвычайно сложный акт. И вот все это происходит, вся эта внутренняя работа, которую мы не замечаем и не видим, она происходит благодаря вот этим электронным путям, благодаря передаче электронного импульса. Очень простого, двоичная система. Есть сигналы или нет, есть проводимость, нет, проходит ток или нет. Допустим, сигнал, отсутствие сигнала, двоичная система, вы знаете, да, 0, единица, единица, 0 и так далее. То есть все многообразие, колоссальная сложность мира может быть закодирована, и она действительно закодирована в нашем мозге, в нашей нервной системе через вот эти импульсы тока, проводимости и отсутствие этой проводимости. Точно так же, как вы знаете, в компьютере. То есть в каком-то смысле это такой аналог работы мозга, когда через вот эту двоичную систему сигналов кодируются цифры, кодируются там слова, кодируются образы, цвет и прочие звуки, которые через, так сказать, уже технику такую воспроизводят это на экране. У нас это воспроизводится в нашем восприятии, в нашем сознании, в нашей памяти, в компьютере воспроизводится на экране, в его памяти и так далее. Но компьютер – это аналогия нашего, так сказать, мозга, нашего сознания и так далее. И здесь сейчас, я думаю, многие компьютерщики и не задумываются о том, что есть такая аналогия, потому что они очень далеко ушли, и уже действительно сама эта технология очень развита и так далее. Но источник, я думаю, был именно в том, что так работает наш мозг. Вот это то, что касается, допустим, восприятия, ощущений и так далее, очень важной части психологии. И здесь есть такие отрасли, как психофизика, то есть изучение того, какие свойства окружающей действительности становятся нашим психологическим опытом. То есть когда вот эта окружающая реальность, в каких условиях она становится опытом уже нашего сознания. То есть фактически психофизика пытается начертить вот эту границу между воспринимаемым и невоспринимаемым, между этой как бы темной вселенной, которую никто не видит, и между тем, что мы видим и о чем имеем представление. Теперь другая область, возрастная психология, да, которая изучает изменение, развитие, формирование, созревание различных психологических механизмов на протяжении жизни человека. Созревание, а затем и угасание. Есть часть этой возрастной психологии, детская психология, но есть и психология юного возраста и геронтопсихология, когда наоборот идет некоторый регресс каких-то функций, и психологи должны знать, и не только психологи, я думаю, все должны знать, что какие-то функции с возрастом они ослабляются, острота ощущений притупляется, и есть какие-то вещи, которые от пожилых людей требовать нельзя, поскольку это естественный процесс угасания каких-то психологических функций. Вот этими всеми процессами в какой момент нужно развивать в ребенке именно то или иное качество, чтобы не пропустить, допустим, да? В какой момент нельзя ни в коем случае, допустим, не поддержать какие-то творческие импульсы ребенка, потому что это может проявиться во взрослом состоянии, его неуверенностью в себе и так далее, и так далее. Вообще, что касается детского возраста, то мы еще вернемся к этому. Для развития личности, конечно, первые годы жизни до 6, до 7 лет, они чрезвычайно важны, потому что какое-то рядовое, казалось бы, событие в жизни ребенка может повлиять драматическим образом на всю его последующую жизнь. Иногда, когда такой человек, который испытывает проблемы, обращается к психотерапевту, им удается найти, если не точно вспомнить, то, по крайней мере, понять суть этого
негативного события или суть, может быть, не события, а способа обращения с этим ребенком, который повлиял на такое не очень благотворное влияние на его психику. И тогда психотерапевт с помощью определенных специальных методов начинает освобождать этого человека от негативного воздействия прошлого. То есть вот правильное отношение к воспитанию, к отношению к ребенку и так далее колоссальное значение имеет. Поэтому возрастная психология, в частности детская психология в современном мире, она играет огромную роль. Еще я хотела сказать о важности медицинской психологии. Медицинская психология делится на две части. Нейропсихология, которая в основном развивалась, начало ей положил, некоторые считают, что это советский психолог, известный психолог Лурия, который своими работами, в особенности работами, связанными с ранениями и контузиями в течение Второй мировой войны, тогда многие психологи, физиологи переезжали, вы знаете, из центров, из Петербурга, из Москвы в Сибирь, на Урал. И вот под Челябинском был такой институт, где помогали людям, которые перенесли серьезные травмы, ранения в область головного мозга или серьезнейшие контузии. И помимо того, что они оказывали помощь этим людям, бойцам пострадавшим, но это еще привело к формированию огромной базы данных относительно того, какие области мозга отвечают за какие функции в нашем организме. Дело в том, что наш мозг, он одновременно функционирует и как единое целое, потому что какой-то, допустим, сильный сигнал извне, он вызывает активность всего мозга. Но в то же время есть очень четкая локализация отдельных функций. И вот, допустим, очень много исследований проводилось с теми, кто получил ранение в область височного мозга и так далее, височных долей, которые отвечают за речь, за понимание речи и так далее. И оказалось, что есть очень специфические отделы. Допустим, отдел мозга, которые вызывают афазию. Знаете, это нарушение речи, но эта афазия бывает очень различная. Сенсорная афазия, когда просто не воспринимается речь. Там структурная афазия, когда не воспринимаются сложные грамматические построения. Есть виды афазии, когда человек говорит, но читать не может. Есть виды афазии, когда он читает, но писать не может и так далее. Ну вот один пример вам приведу. Допустим, когда человек записывает услышанное. Вот, может быть, кто-то из вас сейчас записывает. Я просто хочу, чтобы вы поняли, насколько сложен этот процесс. Во-первых, сначала нужно, чтобы слуховой ваш, так сказать, анализатор воспринял, да, звуковые сигналы. Да? Но главное не просто звуковые сигналы, а чтобы именно фонемы, речь и понятия, да, понятия, которые вы воспринимаете, осмысленный текст. Этот осмысленный текст потом переводится в моторные сигналы. Вы должны записать. Значит, мало того, что вы услышали, поняли, это в одной области коры мозга происходит, потом переключение на другую, которая готовит импульсы к руке, именно такие, которые нужно написать, и потом вы еще контролируете зрением, посылаете обратный сигнал, что написанное соответствует тому, что вы хотели написать, и тому, что вы услышали. Колоссальная работа. Если ее разложить по отдельным шагам, то это займет, наверное, несколько страниц, если мы пропишем буквально все. Поэтому, когда происходит нарушение этой области, допустим, ранение или даже сильная контузия, то очень легко вот этот сложнейший механизм очень легко нарушается, но часто, к счастью, он мог восстанавливаться с помощью определенных новых навыков, новых научений, тренировки и так далее. Надо сказать, что у нашего мозга очень большая пластичность, то есть иногда какие-то области, даже разрушенные болезнью или ранением, могут на себя брать другие области мозга, компенсируя эти функции. То есть очень большая компенсаторная такая функция мозга.
Это нейропсихология. А еще часть медицинской психологии – патопсихология. Патопсихология изучает, наблюдает за людьми с больной психикой, с различными заболеваниями. Вы знаете, что огромный спектр таких заболеваний. Какие-то очень известны, допустим, вот шизофрения, какие-то не очень известны. Но спектр этих заболеваний очень большой, и надо сказать, что практически все они влияют на определенные черты личности человека. Они заостряют какие-то определенные черты личности. И, например, вот благодаря исследованиям в патопсихологии разрабатывались очень известные опросники, личностные опросники. Может быть, вам они известны. По крайней мере, какие-то из них наверняка вы пробовали. Вот есть такой, один из самых объемных, MMPI называется, Миннесотский многопрофильный личностный опросник. В нем в полном варианте 555, кажется, вопросов. И когда вы отвечаете на все эти вопросы, потом с помощью специального ключа строится ваш личностный профиль. Причем этот личностный профиль делится на две части. Одна часть – это оценочные шкалы, и другая часть – основные шкалы. Оценочные шкалы говорят о том, насколько серьезно можно отнестись к вашим результатам. Потому что человек может просто да, нет отвечать, не задумываясь. Но тогда есть определенная конфигурация этих оценочных шкал, и психотерапевт видит, что психолог видит, что это неверное было, так сказать, заполнение анкеты, ее не надо интерпретировать. Есть еще шкала лжи, допустим. Если она очень высокая, зашкаливает шкала лжи, тогда тоже результаты недействительны. Но в шкале лжи там определенные вопросы, допустим, такого характера. Вы никогда не обманывали. Да? Ну, считается, что всегда человеку хотя бы раз в жизни приходилось сказать неправду, поэтому если человек говорит, что никогда, то это говорит о том, что он не очень искренен. Или такой вопрос, такая фраза, с которой нужно согласиться или нет. Дома я всегда ем так же аккуратно, как и в гостях. Если человек отвечает, да, я ем так же аккуратно, то он точно наверняка говорит неправду и так далее. И вот серия таких утверждений, которые, если набирается очень большой показатель, значит шкала лжи зашкаливает. И все остальные ответы тоже уже им уже не доверяют. И еще есть третья шкала в оценочных шкалах, которая не так грубо, как шкала лжи, а шкала коррекции, когда человек, он не хочет, несознательно обманывает, но хочет все представить в лучшем свете. Вот есть тоже такие фразы, которые показывают, что человек слишком пытался себя в лучшем свете показать, поэтому нужны дополнительные обследования. Что из себя представляют основные шкалы? Там есть шкала конверсионной истерии, паранояльности, шизоидности, маниакальности и так далее, и так далее. Как вообще смогли создать подобный тест? Я вам сказала до этого, что каждое психическое заболевание ведет к обострению той или иной черты личности. Созданию этого опросника предшествовала колоссальная работа. Десятки тысяч больных были обследованы, и им давали огромное количество различных фраз. И потом выбрали те фразы, которые, допустим, в одной нозологии практически все заболевшие соглашаются с этой фразой. Понимаете, допустим, вот больные эпилепсией все соглашались вот с таким-то определенным рядом утверждений. Больные шизофренией соглашались с таким. Больные маниакально-депрессивным с психозом с другим. Истерия с третьим и так далее, и так далее. И таким образом был выбрана определенная категория утверждений, которая, конечно, всегда есть доля вероятности, доля ошибки, это всегда нужно учитывать, но тем не менее с определенной долей вероятности человек, выбирающий в большом проценте случаев именно эти утверждения, можно считать, что подобная черта характера у него есть. Данный опросник не ставит диагноз, данный опросник только говорит о том, что та или иная черта присутствует в том или ином, так сказать, на том или ином уровне. Но интересно, что в результатах этого опросника важна не только такая абсолютная величина
по той или иной шкале, но очень важно сочетание. И есть такое понятие, как такой гармоничный профиль, когда какие-то определенные черты сочетаются нормально, и есть дискордантный профиль, когда какие-то черты личности дисгармонично сочетаются, вызывают внутренний конфликт личности, и тогда жизнь у такого человека, конечно, бывает сложной, она приводит и к внешним конфликтам, или к депрессии и так далее, и так далее. Это вот маленькая иллюстрация того, как такая область психологии, как патопсихология, влияет на изучение личности, и сегодня вовсю подобные методы, они используются и при поступлении на работу, и при определении каких-то определенных черт характера, которые должны быть в каких-то специфических, да, подразделениях, допустим, да, когда нужно, чтобы человек обладал таким большим самообладанием, не было бы истерических черт и так далее, и так далее. То есть есть определенные специальности, где этот опросник, и подобные опросники, я просто один только пример вам привела, они имеют огромное значение и сегодня. Я бы хотела перейти к общей психологии. Общая психология – это, конечно, как такая теоретическая часть, да, психологии, она занимает центральную часть психологической науки вообще. И вот такие области, как ощущение, восприятие, память, внимание, мышление, сознание, личность, темперамент и характер – все это части общей психологии. В основном занимаются теоретически и экспериментально этими вопросами. И очень большой накопленный материал. Я должна вам сказать, что психология – это наука с огромной предысторией, которая насчитывает несколько тысячелетий, начиная с античной философии, потому что очень многие психологические проблемы, они фактически вырастают из философских проблем. Но вы знаете, что, допустим, учение о темпераментах, оно было, так сказать, предложено еще Гиппократом еще в античные времена и так далее, но это еще не было, собственно, психологией. А научная психология началась всего лишь в 19, можно сказать, в середине 19 века, когда экспериментальный метод стал уже активно использоваться. Таким образом, психология – это наука с огромной предысторией, но достаточно короткой историей. И поэтому, с чего я начала, о том, что мы изучаем фактически сложнейшие функции, сложнейшую материю. И такой короткой истории недостаточно для того, чтобы сформировались совершенно четкие теоретические системы, с которыми согласились бы все ученые. И поэтому сегодня можно сказать, что есть очень много различных направлений психологии. И если в тех областях, как психофизика, нейропсихология, патопсихологии, там больше согласованности и больше знаний, с которыми невозможно не согласиться, потому что они экспериментально подтверждаются, то, допустим, в такой области, как психология личности, мы этого сказать не можем. Здесь огромное количество теорий личности, которые очень серьезно отличаются друг от друга. Здесь есть теории, допустим, бихевиоризма, behavior, это поведение, поведенческие теории, которые говорят, что настолько сложна психика человека, настолько сложен мозг, что мы не можем вдаваться вот в эти детали, мы совершенно не в состоянии понять, каким образом человек принимает решения, каким образом он оценивает, как у него сформируются привязанности и так далее, и так далее. Поэтому давайте скажем, что психика человека – это черный ящик, в который у нас нет доступа, а мы только знаем, какой стимул был, то есть с чем пришли к этому человеку, с этой психикой, и какова была реакция. Давайте изучать только стимулы и реакции. Вот это целое направление бихевиоризм, да, который изучает фактически поведение, что делает человек, что говорит человек, и на что он отвечает, да, на какое предложение, на какое действие и так далее. То есть фактически они не пытаются понять, что происходит за пределами видимого и слышимого. Это вот целое направление такое. Другое очень важное направление, как вы знаете, это психоанализ.
психоанализ, который берет свое начало с великого ученого Зигмунда Фрейда, но он тоже опирался на определенные работы, в особенности медиков, которые занимались неврозами и так далее. В чем основная суть вот революционного пересмотра некоторых психологических понятий, которую привнес Фрейд в психологию? Основное это то, что в человеческой психике есть различные уровни сознания, что сознание не едино. Есть сознание, есть предсознание, есть подсознание и есть как бы суперэго, да, то, что существует в виде норм, социальных установок и так далее, которые тоже не всегда осознаются, но которые очень влияют на наше поведение, на нашу жизнь. То есть с появлением Фрейда и его последователей очень много внимания стало уделяться неосознаваемым явлением в психике человека. И на самом деле вот это уже, с этим тоже уже никто не спорит, потому что доказательством тому, что очень важное влияние на сегодняшнее поведение человека, на сегодняшнее его настроение могут влиять вещи, которые он сейчас в данный момент не осознает, доказательств этому очень много в клинической психологии, в медицинской психологии тоже. Потому что иногда, когда человек приходит с какой-то проблемой, с какой-то травмой, вернее, с какими-то проблемами, то психолог иногда докапывается, что была некая травма. Чаще всего, как мы уже говорили, это бывает в детстве, когда у ребенка еще не сформированы так называемые защитные механизмы. Формируются в процессе взросления защитные механизмы, когда с какими-то негативными явлениями мы можем справляться с помощью рационализации или с помощью того, что мы делаем незначимым какие-то сигналы и так далее. У ребенка еще эти защитные механизмы не всегда сформированы, поэтому травмы в этом возрасте особенно губительны. И когда удается понимание этой травмы, то потом возможно ее и преодолеть. И таким образом иногда удавалось излечить людей от депрессии, которые казались эндогенными, то есть врожденными и так далее, и так далее. То есть эта структура психики, которую предложил Фрейд, да, с тем, что подсознательное влияет на нашу современную жизнь, это уже фактически стало таким общепризнанным фактом. Что касается вот современного нашего общества, о чем я хотела сказать. Мы сейчас в особом периоде находимся. Во-первых, не так давно по историческим масштабам произошел развал, да, Советского Союза, когда определенные структуры, системы жизненные, да, были разрушены. Второе и самое главное, то, что была война в 1992-1993 году. Третье, тоже не менее важное, то, что послевоенные годы, они также огромное влияние оказывают на общество, особенно если не было возможности заняться серьезно преодолением этих последствий, в том числе и психологической реабилитацией. То есть война – это, конечно, массированное такое воздействие на психику любого человека, и взрослого, конечно, но и ребенка в большой степени, с которой невозможно справиться с помощью своих собственных каких-то сил. Наша психика таким образом формируется, когда есть опасность, у нас есть механизмы, которые именно и созданы для того, чтобы справляться с этой опасностью. Существует как бы 3 способа реагирования на опасность. И, кстати сказать, вот психология изучает созревание психики и развитие психики не только на уровне онтогенеза, то есть на уровне жизни человека, но и с точки зрения филогенеза, то есть историческое развитие психики, с появления животного, впервые ощущения там, и так далее, когда возник впервые мозг, как он развивался, у каких животных возникает впервые кора и так далее, и так далее. Ну и вот можно сказать, что мозг развивался, и определенные структуры наслаивались друг на друга. Вот, допустим, спинной мозг, да,
потом древний мозг, иногда называют мозгом рептилий, потом лимбическая система или эмоциональный мозг, и потом уже кора больших полушарий. Так вот, вот эти реакции на опасность, они зафиксированы, они сформировались еще на уровне древнего мозга рептилий, который умеет концентрировать огромную энергию для того, чтобы справиться с этой опасностью. И когда возникает опасность, есть, как я говорила, 3 возможные реакции. Это агрессия, то есть это схватка, готовность к драке, к тому, чтобы с помощью концентрации всех своих сил броситься на угрожающего там субъекта и так далее. Вторая реакция – это бегство. И третья реакция – это оцепенение. То есть существуют вот эти 3 реакции. И когда невозможно, да, ни бегством, ни агрессией справиться с опасностью, то тогда возникает вот эта реакция оцепенения. Иногда вот это оцепенение, к сожалению, когда человек сталкивается с какой-то серьезнейшей травмой, с каким-то серьезным, смертельно опасным воздействием, вот это оцепенение остается внутри нас. Мы о нем можем не подозревать, но оно продолжает действовать. Да? Это оцепенение означает, что колоссальная энергия поднялась, но она не была реализована, потому что угроза была слишком большая, угроза была несравнима с нашими возможностями. Вот во время войны человек постоянно сталкивается с такими угрозами, которые невозможно преодолеть ни с помощью какого-то личного мужества, ну когда бомбежка, да, и так далее, допустим, и так далее. И вот либо вот это нереализованное бегство, нереализованная агрессия, и вот это оцепенение, оно остается, вот эта энергия, которая когда-то была поднята, но она не реализовалась. Вот эта нереализованность очень часто влияет на нашу уже последующую жизнь. И здесь очень важны вот именно психологические, психотерапевтические методы, чтобы высвободить эту энергию. Потому что она иногда совершенно в ненужных ситуациях она ищет выход. Вот эта энергия, которая в этом оцепенении осталась, она ищет выход. Она совершенно деструктивно может вести себя личность, когда это не помогает ему выжить, не помогает ему развиваться, не помогает ему делать карьеру или устанавливать дружеские отношения. Но вот эта энергия откуда-то идет, иногда у кого-то это именно вот в той нереализованной агрессии проявляется, которая совершенно непонятна окружающим, но источник она имеет вот в той опасной ситуации, в которой не удалось отреагировать. Вот этот мозг, древний мозг, не смог реализовать свой потенциал. Или вот эта реакция бегства, которая тоже не смогла быть реализована, да? Тоже масса своих гормонов, своих каких-то химических веществ, которые были выброшены, но которые не реализовались. Вот эта энергия тоже иногда совершенно деструктивным образом влияет на человека, который уходит от всего, да, он не участвует, он боится, у него такая низкая самооценка возникает и так далее, и так далее. И то, что наше общество, к сожалению, во многом, да, ребята, которые испытывали колоссальные нагрузки психологические, я уже не говорю о физических нагрузках, но психологические нагрузки, когда в опыте жизненном возникают такие вещи, которые невозможно воспринять, которые разрушают психику, и они с этим живут. Иногда этот опыт, который невозможно вобрать в себя, он уходит тоже в бессознательное, в подсознательное, и тоже продолжает, иногда в виде снов. Вот вы знаете, кошмарные сны часто снятся людям, которые перенесли какую-то трагедию или катастрофу и так далее. Вы знаете, что есть такое понятие, которое в основном в науку пришло после Вьетнамской войны, которую вели Соединенные Штаты. Вернувшиеся солдаты стали в основном через 3, 4, 6 месяцев приходить к врачам и говорить, что их беспокоят вот такие иногда воспоминания, как наваждение. Иногда
кошмарные сны, иногда физиологические какие-то реакции в виде сердцебиения, одышки и так далее. И очень часто люди для того, чтобы как-то преодолеть вот эти нахлынувшие физиологические, непонятно откуда взявшиеся, да, реакции болезненные, они начинают успокаиваться и находить утешение в чем? В алкоголизме и в наркомании. То есть это совершенно естественный результат вот такой массовой, массированной травмированности общества. А что такое наркомания и алкоголизм? Это так называемый скрытый суицид. То есть это неявное стремление к тому, чтобы саморазрушающееся поведение, неявное стремление к смерти. Мы знаем, что, к сожалению, в нашем обществе и такой явный суицид достаточно имеет место, но что касается вот такого скрытого, неявного суицида, то это становится у нас действительно серьезной проблемой. И сейчас вот эти ребята, которые на дорогах ведут себя таким образом, что они постоянно создают ситуацию, аварийно-опасные ситуации, действительно, и заканчивается это часто, к сожалению, на самом деле авариями, травматизацией, иногда гибелью, то это часто вот такая скрытая, неосознаваемое саморазрушительное поведение, которое, может быть, могло бы быть ослабленным, если бы эти люди лучше осознавали проблемы, с которыми они столкнулись в детстве. Очень многие, кто сегодня таким образом занимается вождением на дорогах, они были детьми во время войны. И вот эти неразрешенные, травмирующие переживания, они вот таким деструктивным образом сегодня проявляются. Кстати сказать, для ребенка иногда большей травмой является не само, допустим, опасное какое-то воздействие, допустим, вот та же бомбежка. Исследования во время многих войн показали, что страх матери гораздо более вызывает большую травму у ребенка, чем, собственно, там ужасные взрывы и так далее, хотя это тоже травмогенно. Но если при этом мать, допустим, при тех же взрывах там ведет себя сдержанно и может сдержать свои какие-то непосредственные реакции, что гораздо меньше травматизации ребенка происходит. То есть у него часто восприятие мира происходит через реакцию родителей. Если они не потеряли самообладание, значит еще не так страшно и так далее. То есть я хочу сказать о том, что на самом деле сегодня в Абхазии роль психолога должна быть очень большой. И во многих странах после конфликтов, после каких-то катастроф, таких как землетрясения, извержение вулкана и так далее, возникает вот такой бум в области психологии. К великому сожалению, в Абхазии этого не произошло. Есть психологи, слава богу, они работают и загружены и так далее, но мне кажется, что есть большой недостаток в том, чтобы квалифицированные специалисты в этой области стали бы частью нашей жизни, которые понимали бы ситуацию и реагировали бы на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. И последнее, что я хотела сказать, это о тех областях психологии, которые занимаются массовой психологией. Это и психология как бы политических процессов, и вообще психология больших групп. Надо сказать, что толпа и масса, она гораздо более возбудима, чем конкретный человек. То есть если конкретный человек может контролировать себя достаточно хорошо, то в толпе у него эта способность к контролю снижается. И вообще то, что, допустим, обычный человек может критически воспринять какую-то информацию, то в толпе, в массе эту информацию критически не воспринимают, поэтому иногда этим пользуются не очень ответственные политики, которые повторением и громким голосом и так далее начинают на большие массы, это во многих странах бывало и так далее, влиять, что приводит к таким нерациональным общественным процессам и так далее. К сожалению, сегодня я могла бы сказать, что вот все это, конечно, связано с послевоенной реальностью и так далее, что у нас достаточно такой, я бы не сказала, что
толерантное общество. То есть мы достаточно строго друг к другу относимся. И вот что касается, допустим, милосердия, да, организаций, которые помогают пострадавшим и так далее, больше это идет со стороны там, политических организаций, государства и так далее. Вот общественные организации, какая-то взаимопомощь, да, она недостаточно, мне кажется, развита, и это тоже говорит о некоторой травматизации общества, к тому, что мы не всегда милосердны к тому, кто нуждается в нашей помощи. Что касается вот суицида, я хотела вот этим завершить нашу лекцию, что на самом деле иногда вот к этому крайнему способу решить свои проблемы прибегают люди, именно которые становятся либо изгоями, либо внешне может быть все нормально, но внутреннего контакта у него нет со своими близкими, в семье, со сверстниками и так далее. Иногда, особенно когда вот удается спасти человека и потом проанализировать ситуацию, оказывается, что у него просто не оказалось человека, с кем он мог бы поделиться. Может быть, какой-то действительно нелицеприятной информацией из его биографии, может быть, его какой-то ошибкой, да, или какой-то очень сложной ситуацией финансовой, в которой, так сказать, он не может посвятить родных. И я хотела сказать, что вот в данном отношении взаимоотношения между друзьями, однокурсниками, одноклассниками и так далее, сотрудниками коллектива, мне кажется, нужно быть очень внимательными, чтобы на ваших глазах не возникали вот такие люди, которые теряют контакт с окружающими. Очень часто просто внимание, да, рука протянутая, просто внимание, быть рядом, попытаться понять этого человека, оказывается тем важнейшим фактором, который удержали этого человека от суицида. Но самое главное, да, вот этот человек не видит, я могу сказать, что часто суицид связан с недостатком как бы осознания смысла своей жизни. И это очень действительно важная проблема. Этой проблемой посвящены очень многие книги. Например, очень известная книга «В поисках человеческого смысла» Франкла. Но знаете что? С другой стороны, когда есть смысл, то человеку, как говорил Карл Юнг, он может пережить практически все, если не все на свете, если он понимает, ради чего. То есть мне кажется, вот это ощущение осмысленности – это огромная важная проблема, важное качество, к которому мы должны вести своих детей, своих близких и так далее. Дело в том, что восстановить потерянный смысл все-таки можно. И воспитывать человека так, чтобы он всегда с этим ощущением смысла жил, тоже можно. Он существует в разных ипостасях, можно сказать. Есть космический смысл, да? Космический смысл, когда мы понимаем, что кто-то, религиозный человек, скажет, что это Бог, божество, божественная энергия, да, все создает. И в этом создании мира человек, естественно, занимает огромную роль. И даже некоторые психологи, которые тоже были верующими людьми, вот, например, Юнг, он говорил о том, что человек является венцом, да, мира, созданного Богом, но в то же время он является вот вторым создателем, потому что на самом деле человек – это существо создающее. И вот в этом тоже может возникать новый смысл. Во-первых, значит, первый смысл, да, это космический смысл, когда мы просто должны жить, и мы просто часть какого-то очень великого замысла, который, может быть, сегодня нам непонятен, но он обязательно когда-то откроется. Поэтому прерывать это великое творение нам просто не позволено. Второй смысл, вторая деятельность, которая может привести к обретению смысла, это альтруизм. Человек, знаете что, все-таки многие, кто думает о суициде или прибегает к нему, все-таки у них есть черты эгоцентризма. Потому что если ты знаешь, что от тебя зависит кто-то, да, и что без твоего участия, да, ему станет хуже, то у тебя не будет мысли о том, чтобы уйти из этой жизни, потому что ты знаешь, что ты
нужен, ты участвуешь в очень многих каких-то социальных связях и так далее. То есть альтруизм, да, способность и желание совершенствовать мир, делать его лучше для других, и для всех, и для себя в том числе. Обычно люди с альтруистическими чертами, они никогда не прибегают к суициду. Третье – это творчество, когда человек создает нечто, отмеченное новизной или красотой. Это тоже, если он понимает, что он может в этом реализовать себя, то это его всегда удерживает даже от переживания каких-то критических моментов и сложностей. И так далее. Есть просто гедонизм, то есть это ощущение радости от жизни, потому что если мы относимся к жизни как к такому бесценному дару, которому мы должны радоваться, когда мы умеем радоваться действительно и солнечному дню, и теплой земле, и ветру и так далее, это нас удерживает, мы понимаем, мы никогда не, наше восприятие, наше сознание не сужается до какого-то узкого восприятия только проблемы, которую, кстати, всегда можно воспринимать как испытания, которые нам даются и которые мы должны преодолеть. Я когда иногда, много лет после войны, я работала как психотерапевт, и часто ко мне приходили люди с какими-то заболеваниями, и иногда просто с материальными проблемами, иногда с какими-то конфликтами и так далее. Особенно, когда приходили с материальными проблемами, кстати сказать, очень часто один из первых пунктов проблем, которые приводят к суициду, это бедность, финансовый кризис и так далее, очень часто. Я говорила о том, что, во-первых, существуют примеры, когда дети миллиардеров кончают собой. То есть материальное благосостояние ни в коем случае не создает радость жизни. Это с одной стороны. А с другой стороны, я говорю, вот вы на своих ногах пришли ко мне, вы видите, слышите и так далее. Как вы думаете, вот вы говорите, что это очень невозможно перенести такую бедность и так далее. А вот, допустим, богатейший человек, который лишился зрения, он ради того, чтобы увидеть солнце, он не отдал бы все свои средства ради этого? Он говорит, да, конечно, он отдал бы. Я говорю, считайте, что вы потратились на то, что вы можете видеть солнце каждый день. Как известно, война отложила след как физический, так и психологический на людей, на граждан. Как вы считаете, сколько времени необходимо, чтобы оправиться от этого, и что необходимо делать для этого? И еще второй вопрос хотела задать. Как вы считаете, нужен ли в Абхазском государственном университете кабинет психолога? Если да, то почему? Хорошо. Ну, что касается первого вопроса, вы знаете, можно и не оправиться вообще. Если в обществе не происходит осознание, осмысление, анализ. Я считаю, что в войне были очень героические моменты, которые мы, слава Богу, помним и чтим их и так далее. Но были и очень тяжелые моменты, связанные с личными биографиями или с какими-то ошибками, например. Я считаю, что, как и в психотерапии, личностная, с отдельным, индивидуальной психотерапией, исцеление идет через осмысление, осознание и критическую переработку своего прошлого, своей биографии и так далее. Также и общество должно критически осознать весь этот процесс. Если этого не делать, то можно с этой травмой оставаться очень долго. Я один пример вам приведу. Вот есть такой американский психолог Вамик Волкан, который занимается вот в том числе и исследованием исторических событий и тем, как травмы влияют на политические процессы и так далее. Он проанализировал, его гипотеза была, что иногда какие-то травмы исторические, они очень скрепляют нацию и так далее. Но если это уже в неразумных каких-то масштабах происходит, то это может привести к очень серьезным последствиям. Вот, например, он изучал политику Сербии после того, как развалился
Варшавские страны Варшавского договора распались, когда Советский Союз развалился, и Сербия стояла перед лицом развала уже Югославии. Да? Сербы, поскольку занимали лидирующую позицию, они были за то, чтобы осталась эта целостность этой страны, другие хотели самостоятельности, было очень много политических конфликтов. И к чему начинают призывать и обращать внимание лидеры сербские? Вот эта травмированность этого момента, когда они почувствовали себя брошенными, да, и незаслуженно обвиненными в каких-то проблемах политических, они обратились к прошлому 1369 году, кажется. В этот год Косово именно прошло огромное сражение между сербами и мусульманами. И тогда мусульмане победили и убили очень такого яркую такую политическую фигуру князя того времени, Лазаря сербского. И он был там похоронен. И вот Милошевич, вы знаете, лидер сербов, в 1998 году вспоминает об этой травме исторической, об этом сражении в Косово и говорит о том, что все беды политические, исторические Сербии связаны с вот этим сражением с мусульманами, и что вот эта травма, и что мы жертва всех этих исторических процессов. Они начинают процесс перезахоранивания вот этого князя, который 600 лет назад был похоронен. Его мощи, значит, везут по всем городам и даже деревням. В каждом населенном пункте устраивают горевание, такое оплакивание, как бы символическое, так сказать, захоронение и так далее. И фактически вся страна, когда они бесконечно это повторяют о том, что сербы жертвы, мусульман и так далее, это ведет к тому, что реальные столкновения начались между боснийскими мусульманами и сербами, а потом уже в Косово ответные зверства идут по отношению к сербам. То есть вот эта травма, которая была, так сказать, 600 лет назад, историческая, если ее вот просто использовать, да, для такого объединения и так далее, она может привести, стимулировать, особенно когда есть конфликт, когда есть такие серьезные политические проблемы, может стимулировать реальные столкновения. У меня такое ощущение, что в Грузии, это я так просто размышляю, не знаю, насколько это действительно реально можно так относиться, но я думаю, что после сталинского режима, когда национальность Сталина все-таки делала грузинскую нацию более в таком привилегированном положении, и за эти долгие десятилетия его правления, мне кажется, в грузинском обществе возникло такое привыкание к тому, что у них, так сказать, особый путь, особое положение и так далее. И вот после 20-го съезда, когда было разоблачение культа личности, для большинства, не для всех, я знаю многих, кто антисталинистами были в Грузии, но для большинства это было колоссальной травмой. Вы знаете, что в 1956 году молодежь грузинская, так сказать, даже восстание такое организовала, которое было подавлено, там и были убиты и так далее. И вот это, мне кажется, травма советского времени, она была взята на вооружение Гамсахурдия, и он, так сказать, очень ее так сказать, мобилизовал общество и против, с одной стороны, Советского Союза, и против всех, кто был за сохранение Союза и так далее. Вот Абхазия тогда выступала за боязнь грузинского национализма и так далее. То есть мне кажется, что вот этот взгляд на исторические события, когда необходимо не использовать просто, да, моменты травмы, а анализировать, уходить, не оставаться в прошлом, а все-таки, извлекая уроки, думать о будущем. Мне кажется, это очень важный процесс, который должен следовать после всех вот таких и конфликтов, и войн, тем более, как у нас. Поэтому я думаю, что нам необходимо заниматься осмыслением прошлого, очень серьезно, честно говорить и думать обо всем и обо всех проблемах, которые имеют последствия.
Что касается второго вопроса, несомненно, я считаю, что должен быть такой кабинет. И в первую очередь потому, что для кого-то нагрузки бывают большими, и нужно просто проконсультироваться со специалистом, чтобы подумать о том, как распределить день, как повысить интерес к тому или иному предмету. А с интересом, мы знаем, гораздо легче заниматься. А иногда с какими-то личными проблемами можно обратиться не к близкому человеку, а к чужому. Поэтому я думаю, что обязательно должен быть такой. А может, вы хотите предложить тему следующей лекции нашему психологу? Поговорим о психологии человека, который подтолкнет ему самореализоваться. То есть не зависит от школ, например, не зависит от университета. То есть можно обучать ту программу, которую дает и школа, и университет, чтобы человек не останавливался на этом. Вот. Хорошо было бы поговорить об этой теме. Это очень важную тему затронули. Вот опять во многом она уходит в детство, когда иногда во взрослом состоянии мы нуждаемся в поддержке, в том, чтобы самореализоваться. Вообще самоактуализация, самореализация – это наша потребность. Вы знаете, наверное, многие треугольник Маслоу, когда есть такие базовые физиологические потребности, есть потребности в принятии, в любви и так далее, но и самая высокая самоактуализация, реализовать то, ради чего вы. И надо, конечно, верить в свои силы, а когда мы растем с комплексом неполноценности, который очень часто идет просто от какого-то, может быть, неудачного даже слова. Иногда бывает, что ребенок запоет, допустим, а в это время кто-то спит, и можно очень его резко отдернуть, хотя у него может быть великолепность, но он даже не помнит об этом случае, но ему так стало стыдно, так стало неудобно, потому что это было резко сказано, он почувствовал себя виноватым, а чувство вины, кстати, очень разрушающее чувство, и оно мешает очень много. Когда человек боится, ему кажется, что он, или когда он думает, что он должен быть просто безукоризненным, такой перфекционизм очень мешает нам реализовать себя, потому что вообще безукоризненного не знаю, что может быть в природе, практически ничего, но иногда мы себе ставим такие ориентиры, такие высокие пороги, высокие требования, что это просто означает паралич наших возможностей. Мы думаем, лучше я не буду пробовать, потому что я высочайшую оценку не получу. А ориентация на удовольствие, интерес заниматься собственной деятельностью не всегда на результат, но иногда сам процесс должен вызывать радость. Учить людей получать радость от того, что у нас есть, то, что мы умеем и так далее. Как ребенок получает радость от рисования, не потому, что кто-то оценит очень, хотя мама всегда и папа должны хорошо оценить, но это само по себе, занятие должно приносить радость. И в принципе в молодежной среде на самом-то деле очень много таких возможностей, потому что вы можете собираться, вы можете организации создавать и так далее. Но на самом деле я с вами согласна, что у нас есть некоторая такая пассивность. Она тоже должна иметь объяснение. Я думаю, что во многом она связана и с войной, конечно, но и с тем, что у нас произошли такие серьезные изменения вообще в жизни общества, совершенно иные экономические рельсы, иные политические рельсы. Тот человек, которого воспитывали для жизни полноценной в таком авторитарном достаточно государстве, этот человек в демократическом обществе, ему сложно выживать. И наоборот, для демократического общества нужно формировать личность более свободную, более самокритичную и критичную в адрес окружающих, умеющую высказывать критически. Занятие критически мыслить. У нас практически этого нет. А вообще-то во многих университетах есть именно, науки, которые занятия, где обучают критическому мышлению, умению делать презентации, умению высказать именно свою точку зрения. К сожалению, советская система, она была, образование основано на том, чтобы научить детей правильно повторять правильные, с точки зрения идеологии, мысли. И дети повторяли и писали то, что нужно. А сейчас уже в нашем обществе, поскольку Абхазия выбрала демократию, нужно ценить больше самостоятельность. Я, например, считаю, что величайшим злом то, что часто наши студенты перекачивают готовые рефераты и так далее. Я бы, как преподаватель, за 2-3 самостоятельные фразы поставила бы 5
чаще, чем за скачанный реферат в 25 страниц. Но мы, к сожалению, пошли по этому пути. Я думаю, что это очень ограничивает нас в том, чтобы мы думали самостоятельно. Пусть я ошибусь, но я получу обратную связь. А если я предъявляю чужие мысли, то никакая реакция на эти чужие мысли, она меня не развивает. Я просто получаю галочку, но мы ведь говорим об образовании, о нашем собственном активном опыте. Поэтому я считаю, что очень много проблем, связанных с образованием, кстати, вы сами могли бы ставить, вы сами могли бы что-то предлагать. Потому что очень часто прогресс именно благодаря инициативам молодых осуществляется. Поэтому я бы вас очень в этом поддержала. Арда Шалбовна, спасибо большое. Это было, я думаю, что очень интересно. В какой-то момент, я думаю, мы подошли именно к тем вопросам, которые были озвучены. Обязательно необходимо продолжение. Это такие темы, мне кажется, что, исходя из нашей действительности, они нуждаются в том, чтобы их проговорить достаточно подробно. Проблему суицидов, проблема такая, как всякие страхи и фобии. Это болезни 21 века. Проблема, извините, но кому-то это может не понравиться, зомбированной толпы. Это очень серьезная проблема не только для одного общества, скажем, нашего и так далее. Это проблема многих обществ и многих государств. Почему это происходит и какую роль в этом, кстати говоря, психология играет? Психология не только положительную роль, с моей точки зрения, играет, она может играть еще и отрицательную роль, быть определенным оружием для зомбирования, гипноза и так далее, и так далее. То есть у нас очень много вопросов к вам, и поэтому нам очень хотелось бы, чтобы в следующий раз вы нашли время для нашей передачи, для нашего проекта. Это была кафедра лекций на абхазском телевидении.